Вот эта башня на краю обрыва, это башня Дзарахова. Правда, уже ну, так я ее вычитал. Башня Дзарахова, вот она прямо на обрыве стоит. Я надеюсь, там, наверное, и вход с той стороны. Это вообще кошмар какой-то. Ну, сохранить тоже трещины пошли, конечно. Это жилая башня, по центру даже сохранился стояк, всякие центральная подпора. Видать, я поближе подойду, посмотрю. Да. И вот посмотрите, что здесь. Вот она показывает. Да? Надо же подойти и посмотреть, как иначе. Вот какой свод. Такой сводчатый, я даже таких не видел. Вот это свод, там сбоку лаз, дальше лаз идет наверх. Лестницы стояли. Круто, круто, круто. Ага. Это звонят жулики. Вот они меня здесь достали. Какой-то хитрый номер, плюс 900, или типа этот. Ну, короче, жулье. Так, ладно. Все, угомонились, ну и хорошо. Надо мне его положить сюда. В карман. Ну ладно. Я смотрю, люди лазали, скалолазы. Вот здесь особенно видать, что следы есть, и без лестницы лазили. Ну, конечно, круто. Я говорю, я впервые такую встречаю. Есть следы копченые, вот копченые следы есть. Наверняка могли ее захватить, эту башню, и пытаться выкурить защитников. Пойдем дальше. Основание какой башни, смотрите. Не так просто. Толщина. Ну все, она вот она на честном слое. Тут уже даже опасно находиться. Ну, думаю, мне повезло, что я еще смог ее посмотреть. И вот жилая башня еще одна. Ух ты, круто. Круто. Какой подвал, подвальное помещение. Ничего себе. Да. Камень даже вот сохранился. Люди когда-то положили его. Вот представьте, сколько здесь камней, вот это люди ложили. И они лежат. Да. Думал, там вход. Есть вход там, ага. Даже неплохо сохранился этот вход. Пойдем, зайдем. Древний порог.
здесь можно чисто и хорошо. Говорю, здесь можно поставить палатку и переночевать даже. Хорошо, здесь сохранилось. Ну как сохранилось? Почему-то чисто, не разбросано. Тут несколько полов было. Вот один упор. Здесь балки лежали. И потом там еще второй упор. И там еще третий. Вот. Вот эти вот углубления, это половые стропила, или как я их не знаю, лаги по-нашему. Но не важно, какая разница, господи. Да. Давай на выход. Тут такой подвал громадный. Вон что делается. Вход был здесь вот. Закрывался, это было двери или... Ну да, конечно, двери на уровне. Ни хрена себе, да? Вот это, да, впервые такое вижу. Каждый раз что-то интересное. Каждый раз вижу в Ингушетии что-то интересное. Надо сфотографироваться. Ну, сколько окошечек. И окошечки все закрывались. Наставни, такие ставни, я видел пишки. Можно просто дощечкой, в смысле, там сделаем столик, створками открывается и закрывается. Здесь, я думаю, просто дощечку вставляют, как сказать, я не специалист. Большие такие ставни, можно сказать. Вон вход, можно было зайти, но он заложен, нефиг там ходить. Ладно, вон, пойдем дальше. Пойдем дальше. Вот сюда. Вот какая-то ее ремонтировали, она какая-то винтом пошла. Вот. Так, здесь дырка. Может, и стреляли в нее, может, не просто рассыпано. Хотя такая дырка не может, наверное, пушка может еще, наверное, этот... Еще когда ядрами стреляли, наверное, тогда еще. Здесь закрыто. И вот здесь вход. Вход. Было крылечко. Вот эта дырка. Отверстие. Это под этот, балка под крыльцо, короче. Не знаю, сделали, но будет держать, я вам вижу, винты кругом сделали. Ну, будет, не будет. Видно. Ого. Тут стройматериал. Стяжку сделали. Там на крючок даже. Не знаю. Да, конечно, смотрите, она посыпалась. Посыпалась. Да. Давненько уже доски давно лежат, я вижу. Давненько делали. Но хоть делали нормально, тоже хорошо. Занимается. Ну вот. Ветер дует, но не знаю, закрыла микрофон или нет ли, что получится, не могу сказать. Я это GoPro впервые снимаю. Вот так вот, там дальше эти склепы.